Когда рождается новый день, над землей встает яркое солнце, освещая своими благословенными лучами золото пшеницы на бескрайних полях, теплоту заботливых и трудолюбивых рук, щедрость людских сердец. Все, чем богата любимая Витебщина. Каждое зернышко, брошенное в эту плодородную землю, непременно приносит нашей родной стране урожай. А в каждый дом, в каждую семью каравай земли белорусской. В нем самоотверженный труд живущих здесь людей, память о героических подвигах наших отцов, бесконечная любовь к своей родине. В этом каравае наше единство, позволяющее с гордостью говорить: мы белорусы. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники торжественной церемонии. Мы рады приветствовать в зале лучших представителей сельскохозяйственной отрасли страны. Всех, кому посвящен самый душевный и щедрый праздник осени. Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки 2022». Нет труда более благородного, чем труд на земле. Ежедневно каждый из вас вносит свой неоценимый вклад в благополучие и процветание родной страны. Здоровье и благосостояние каждого белоруса во многом зависят от результата деятельности сельскохозяйственной отрасли.
В торжественном мероприятии принимают участие глава администрации президента Республики Беларусь Игорь Петрович Сергиенко, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Михайлович Субботин, председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Владимирович Терентьев, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Александрович Пархомчик, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Витебской области Анатолий Константинович Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Вячеславович Брыло, председатель правления Белкоопсоюза Олег Сергеевич Мацкевич, первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Николаевич Драгун, первый заместитель председателя концерна Белгоспищепром Татьяна Павловна Шетко, генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Михайлович Вовк, первый заместитель директора по реализации и развитию, директор Центра продаж и сервиса открытого акционерного общества «Гомсельмаш» Дмитрий Владимирович Афанасьев, генеральный директор открытого акционерного общества «Амкадор» Андрей Владимирович Яроцкий, маркетинг-директор управляющей компании холдинга «Бобруйск Агромаш» Владимир Анатольевич Дайнека, генеральный директор открытого акционерного общества «Промагролизинг» Павел Валерьевич Коротких, депутаты Национального собрания Республики Беларусь, члены Витебского областного исполнительного комитета, ректоры высших учебных заведений, делегации городов и районов Витебской области, ветераны труда, представители трудовых коллективов, учреждений и общественных организаций. На сцену приглашается председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Михайлович Субботин. Уважаемый Александр Михайлович, позвольте вручить вам каравай Витебщины урожая 2022 года. Родная Беларусь, прими хлеб Витебской области в закрома нашей Родины. Для оглашения приветственного адреса президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко на сцену приглашается глава администрации президента Республики Беларусь Игорь Петрович Сергиенко. Уважаемые участники торжественного мероприятия, дорогие земляки, рад приветствовать вас, тружеников Витебщины, на столь знаменательном мероприятии областных дожинках. Это наша древняя традиция, которая возрождена по инициативе главы государства, чествовать и отдавать дань уважения тем людям, которые кормят свой народ. Посевная и уборочная страда – это самые серьезные экзамены для всех наших аграриев. И приятно сегодня говорить о тех результатах, которые демонстрирует Витебщина в текущем году. Урожай 1 118 000 тонн зерновых и зернобобовых при урожайности 31 центнеров с гектара. Это значительно выше, чем в прошлом году. И Витебщина своим трудом доказала, что такой результат по плечу и в дальнейшем. В этом результате труд всех аграриев Витебской области, и животноводов в том числе, механизаторов, комбайнеров, водителей, руководителей всех уровней от сельхозпредприятий до районов и областных структур,
перерабатывающих предприятий, ветеранов, которые присутствуют в этом зале и которые находятся дома и болеют за всех вас. Конечно же, в Витебской области есть и свои маяки. Наибольших результатов в текущем году добились Витебский и Аршанский районы, свыше 100 тысяч тонн зерна. Абсолютным лидером по намолоту зерна среди сельхозорганизаций стала Витебская бройлерная птицефабрика, фактически половина урожая Витебского района. Есть и другие ведущие сельхозпредприятия и по общему валу зерна, и по урожайности. В Аршанском районе это агрокомбинат «Юбилейный», Заднепровский, Лариновка. В Витебском районе это Рудаково, Мазалово ГАЗ. В Поставском районе Хотилы Агро, Толочинский консервный завод. На уборке урожая в области трудилось более 1000 экипажей. Десятки, в том же Докчинском районе, как сегодня было нам сказано, 24 экипажа тысячника. И среди лидеров в республике экипаж филиала Заднепровский Аршанского района Александр Комаров и Александр Скользнов, которые намолотили 5695 тонн зерна. Это фактически второй результат в стране. Огромное вам всем спасибо за трудолюбие, за вашу работу, за стойкость и терпение. Благодаря всем сельчанам и горожанам Витебщины область внесла весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Я бы хотел пожелать вам в этот праздничный день мира, добра, новых успехов, новых урожаев в следующем году. А теперь позвольте мне огласить поздравления главы государства труженикам Витебской области. Участникам и гостям областного фестиваля ярмарки «Дожинки-2022 Витебский». От всей души поздравляю тружеников сельской Нивы области с завершением уборочной кампании. Этот год стал для вас успешным. На полях Витебщины выращено более 1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Своим весовым караваем вы в очередной раз доказали, что в тесном содружестве с учеными, при соблюдении дисциплины и технологий, даже в самом северном районе страны под силу получать хороший урожай. Сердечно благодарю за качественную и ответственную работу по решению важнейшей государственной задачи обеспечению продовольственной безопасности. Убежден, профессиональное, добросовестное отношение к делу всех аграриев, работников перерабатывающих и обслуживающих производств позволит и в будущем получать хороший результат, увеличивать поставки вкусных витебских продуктов на внутренние и внешние рынки. Желаю участникам и гостям праздника крепкого здоровья, отличного настроения и новых трудовых свершений на благо нашей любимой Белоруссии. 12 ноября 2022 года президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Цветы труженикам села Витебской области от президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Позвольте вручить мне этот поздравительный адрес председателю Витебского областного исполнительного комитета Субботина. Сегодняшний праздник тружеников села – это не только возможность сказать искренние слова благодарности, это замечательный повод отметить лучших и вручить заслуженные награды. Благодарность президенту Республики Беларусь за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей объявляется коллективу работников открытого акционерного общества Новоселки Лучай Поставского района. Директор Шимчик Юрий Франтишкович.
Почетной грамотой администрации президента Республики Беларусь награждается Лютынский Геннадий Иосифович, первый заместитель председателя Поставского районного исполнительного комитета, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию. Благодарность главы администрации президента Республики Беларусь объявляется Баратынскому Николаю Николаевичу, заместителю председателя Полоцкого районного исполнительного комитета, начальнику управления по сельскому хозяйству и продовольствию. Норкус Анне Васильевне, генеральному директору Витебской бройлерной птицефабрики. Сафронову Владимиру Леонидовичу, генеральному директору Полоцкого молочного комбината. Игорь Петрович, пожалуйста, общее фото с победителями. От всей души мы поздравляем победителей и просим занять места в зале. Спасибо, Игорь Петрович. Приглашаем вас в зал. На сцену приглашается председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Михайлович Субботин. Дорогие друзья, уважаемые земляки, сегодня мы подводим итоги дожиночного тура во всех регионах нашей родной Витебщины. Старт которому мы ему вместе дали 17 сентября в Глубоком. Мы присматриваемся к новому формату областных дожинок, экспериментируем, прислушиваемся к отзывам участников и гостей. Если это новшество возьмет положительный эффект и приживется у нас, мы его закрепляем и оставляем. Хотя и в таком случае не исключается дальнейшее совершенствование этого формата. Этот праздник не отмечен красной датой в календаре, но он ценен для нас как никакой другой. Человека, работающего на земле, заслуженно называют кормильцем, который вкладывает всю душу в то, чтобы стол в каждом доме всегда был богат и хлебосолен. Скажу без преувеличения, на Витебщине работают люди особой закалки, которых отличает трудолюбие, преданность к избранному делу. Благодаря верности крестьянским традициям и рачительному отношению к богатствам родной земли создается продовольственный щит региона и страны. В этом году в Витебской области в общественном секторе намолочено более 1 100 000 тонн зерна. При средней урожайности 31 центнер с гектара. Это один из лучших результатов новейшей истории нашей страны. В каждом из 2 районов, Оршанском и Витебском, намолот зерна во всех категориях хозяйств преодолел планку в 100 000 тонн. Стабильно работающие хозяйства традиционно достигли наилучших результатов по урожайности зерновых. Лариновка Оршанского района 77,4 центнера с гектара. Хотилы Агро Поставского района 68,1 центнера с гектара. Толочинский консервный завод 64,1 центнер с гектара. Филиал сельскохозяйственное производство мазового газа Витебского района 58 центнеров с гектара. Витебская бройлерная птицефабрика более 44 центнеров с гектара. Показательно, что эта организация, Витебская бройлерная птицефабрика, обеспечила валовый сбор зерна более 54 000 тонн, что выше валовых сборов 14 районов области. Наряду с сельскохозяйственными предприятиями демонстрируют достойные результаты и крестьянско-фермерские хозяйства.
почти 56 центнеров с каждого гектара. Такова урожайность зерновых крестьянско-фермерского хозяйства Терра Ностра Бешенковичского района. А крестьянско-фермерское хозяйство Вармас Витебского района получило 64,1 центнера с гектара. При этом данное хозяйство занимает лидирующие позиции по выращиванию картофеля и овощей, а по объему выращивания лука его в области нету равных. 198 экипажей комбайнов области превзошли тысячный намолот зерна. Рубеж в 2000 покорился 27 экипажам. 3000-ный намолот преодолели 4 экипажа. Более 4000 тонн намолотил один экипаж. Абсолютный рекорд нынешней уборочной кампании установили комбайнеры из филиала Заднепровский Аршанского района Александр Комаров и Александр Склезнов, намолотив 5695 тонн зерна. Наибольшую урожайность зерновых и зернобобовых культур с посевных и уборочных площадей получил Витебский район с результатом более 41 центнера с гектара. На второй позиции Аршанский район, почти 41 центнер с гектара. Замыкает тройку лидеров Верхнедвинский район, где намолочено 35,5 центнеров с гектара. В области отработана структура посевных площадей. Основная цель – сформировать полноценный урожай за счет соблюдения севооборота, соблюдения регламентов по производству продукции растениеводства. Направление по увеличению озимого клина оправдано. Несмотря на сложные погодные условия в зимне-весенний период, когда около 40% озимого рапса пришлось нам пересеивать, ряд хозяйств преуспели в его производстве. Так, валовый сбор маслосемян рапса у Витебской бройлерной птицефабрики составил почти 6000 тонн, у Толочинского консервного завода почти 3000 тонн, у Торгунов Докшевского района 2,6 тысячи тонн. В числе лидеров также Шайтерова Верхнедвинского района, агрокомбинат Юбилейный, Заднепровский Аршанского района, филиал Мазлова ГАЗ Витебского района, Кушлики Полоцкого района. В народе прижилось такое выражение: без растениеводства нет и животноводства. И это действительно так. Есть много положительных примеров по выращиванию крупного рогатого скота, где получены высокие среднесуточные привесы. По данному показателю из года в год лидирует Аршанский район. Среднесуточный привес за 9 месяцев текущего года составил почти 700 граммов. В 8 хозяйствах области получен привес более 700 граммов. Это предприятия Витебская бройлерная птицефабрика, филиал Мазлова ГАЗ Витебского района, Бегомольская Докшевского района, Маяк Высокая, Лариновка, Аршанское племенное предприятие, агрокомбинат Юбилейный, Дружбинец Сеннинского района. Есть положительные примеры по продуктивности коров более 6000 килограмм. Такой результат получен в сельскохозяйственных предприятиях Шайтерова Верхнедвинского района, Мазлова ГАЗ Витебского района, Лариновка, агрокомбинат Юбилейный Аршанского района, Карпеки Полоцкого района, Хатила Агро Поставского района. Вектор развития агропромышленного комплекса области направлен в первую очередь на укрепление престижа профессии сельских тружеников, повышение уровня технического оснащения отрасли, внедрение в практику передовых научных разработок, совершенствование технологий сельхозпроизводства. Современная ситуация с продовольствием в мире показывает, что значимость успешного развития агропромышленного комплекса неизменно высока. Сельхозпродукция все больше становится стратегическим ресурсом, в том числе на внешних рынках. Последние годы стали настоящей проверкой для мировых экономических отношений. Введены бездумные санкции, ограничения, разрушились многолетние торговые и транспортные связи. Не добавляют оптимизма кадры горящих пшеничных полей, подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей. В этом контексте вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Оглядываясь вокруг и анализируя современные тенденции, мы понимаем, насколько хрупким может быть мир и как быстро в одночасье
можно потерять то, что создавалось веками. Такие реалии заставляют нас быть еще более собранными и целеустремленными, формировать новые точки роста в аграрной экономике. Работать по старинке уже не получится. Время, когда критерием успеха было отсутствие провалов и неудач, прошло. Сейчас незыблемым постулатом должно быть качество и темпы, а также технологическая дисциплина и порядок. Мы многое, если не все, сможем сделать сами. Нужна лишь системная и упорядоченная работа. Это условия сохранения нашей страны и нашего суверенитета. В этой связи фраза президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко «Сохраним село, спасем страну» стала не просто крылатой, она несет в себе особый смысл государственной заботе о земле, о людях, которые живут на земле и трудятся на ней. Уважаемые специалисты сельскохозяйственного производства, руководители предприятий, городов, районов, искренне благодарю каждого из вас за труд. Труд непростой, напряженный, но очень важный и очень нужный. Ваши достижения поднимают авторитет аграрной отрасли. И это говорит о том, что у наших людей есть резервы, чтобы уверенно двигаться вперед, решать амбициозные и смелые задачи. Пусть наша ответственность, целеустремленность, верность крестьянскому долгу служат примером, ориентируясь на который будут совершать свои шаги наши коллеги. Будьте настойчивыми в достижениях своих целей, покоряйте новые высоты. Крепкого вам здоровья, счастья, комфорта и уюта в домах. С праздником, дорогие земляки! В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета определены победители областного соревнования за достижение лучших результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, рапса, заготовки травяных кормов. В номинации «Среди районов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур» по совокупности критериев в первой группе победителем признан Витебский район, председатель районного исполнительного комитета Геннадий Геннадьевич Сапынич. Вручается диплом и денежная премия 9600 рублей. В районе показатели по производству зерна на 1 балл гектар посевной и уборочной площади самые высокие в области – 140 и 144 килограмма соответственно. Район остается неизменным лидером на протяжении 6 лет. Витебский район признан лучшим и в номинации «Среди районов на уборке рапса». Вручается диплом и денежная премия 9600 рублей. Второе место. Поставский район. Председатель районного исполнительного комитета Сергей Васильевич Чепик. Вручается диплом и денежная премия 8000 рублей. Урожайность зерновых культур составила 35,7 центнера с гектара. Третье место. Аршанский район. Председатель районного исполнительного комитета Игорь Владимирович Исаченко. Вручается диплом и денежная премия 6400 рублей. В текущем году в районе получен максимальный намолот 127 тысяч тонн зерна, а с учетом кукурузы 138 тысяч тонн. Во второй группе победителем признан Верхнедвинский район. Председатель районного исполнительного комитета Шилов Василий Николаевич. Вручается диплом и денежная премия 9600 рублей. Районом получен третий результат по урожайности зерна в области 35,9 центнера с гектара. Второе место. Полоцкий район. Председатель районного исполнительного комитета Маркович Игорь Иванович. Вручается диплом и денежная премия 8000 рублей. Урожайность зерновых культур составила 30,3 центнера с гектара. В счет государственного заказа поставлено почти 6000 тонн зерна или 110% к заданию. Третье место. Докшицкий район. Председатель районного исполнительного комитета Коваленок Олег Анатольевич. Вручается диплом и денежная премия 6400 рублей. В районе средний показатель по производству зерна на 1 балл гектар посевной и уборочной площади составил 101 килограмм. Валовой сбор зерна в 1,5 раза превысил намолот 2021 года.
Александр Михайлович, пожалуйста, общая фотография с победителями. Поздравляем победителей и приглашаем занять ваши места в зрительном зале. В номинации «Среди сельскохозяйственных организаций на уборке зерновых и зернобобовых культур» в первой группе награждается Ордена Ленина сельскохозяйственный производственный кооператив «Лариновка» Аршанского района, руководитель Кухтенков Александр Александрович. Вручается диплом и денежная премия 8000 рублей. В текущем году в хозяйстве получена самая высокая урожайность зерна – 77,4 центнера с гектара. Во второй группе награждается филиал Мазалова ГАЗ республиканского унитарного предприятия Витебск облгаз, Витебский район. Руководитель Лейко Артур Вячеславович. Вручается диплом и денежная премия 8000 рублей. В хозяйстве средний показатель по производству зерна на 1 балл гектар посевной и убранной площади составил 239 килограммов. Филиал Мазалова ГАЗ признан победителем и в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций по уборке рапса». Вручается диплом и денежная премия 8000 рублей. А в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций, обеспечивших максимальный валовой сбор зерна и рапса», победителем признана Витебская бройлерная птицефабрика. Руководитель Норкус Анна Васильевна. Вручается диплом и денежная премия 8000 рублей. В номинации «Среди крестьянских фермерских хозяйств на уборке зерновых и зернобобовых культур» победителем признано крестьянское фермерское хозяйство «Терра Ностра» Бешенковичского района. Заместитель главы Зубкевич Андрей Александрович. Вручается диплом и денежная премия 6400 рублей. Александр Михайлович, пожалуйста, общее фото. Мы поздравляем от всей души победителей и приглашаем занять ваши почетные места в зрительном зале. За победу в номинации «Среди старших комбайнеров и комбайнеров сельскохозяйственных организаций» награждаются в первой группе комбайнов Акудович Геннадий Петрович, старший комбайнер общества Новоселки Лучай Поставского района, намолотивший на комбайне КЗС-10К 1669 тонн зерна. Во второй группе комбайнов Шендрик Андрей Сергеевич, старший комбайнер общества Якубова Агро Дубровинского района, намолотивший на комбайне КЗС 1218 Полесье 3072 тонны зерна. В третьей группе комбайнов Комаров Александр Андреевич, старший комбайнер. Исклезнов Александр Владимирович, комбайнер филиала селекционно-гибридный центр Заднепровский Аршанского комбината хлебопродуктов, намолотивший на комбайне Лексион 770 5695 тонн зерна. В номинации «Среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных организаций в возрасте до 31 года» победителями признаны в первой группе комбайнов Щитников Андрей Юрьевич, старший комбайнер Толочинского райагросервиса, намолотивший на комбайне КЗС-10К 1038 тонн зерна.
Во второй группе комбайнов Гусенцов Сергей Викторович, старший комбайнер сельхозпредприятия Приднепровский Дубровинского района, намолотивший на комбайне КЗС 12-18 Полесье 2269 тонн зерна. В третьей группе комбайнов Кухарев Евгений Николаевич, старший комбайнер Витебской бройлерной птицефабрики, намолотивший на комбайне Нью-Холланд 3775 тонн зерна. Всем победителям в соревновании старших комбайнеров и комбайнеров вручены благодарственные письма и денежные премии в размере 2240 рублей на экипаж. Александр Михайлович, общее фото. Искренние поздравления победителям. Занимайте, пожалуйста, ваши места в зале. В номинации «Среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов» награждаются в первой группе техники Черногузов Виктор Николаевич, водитель унитарного предприятия Рудакова, на автомобиле ГАЗ-САЗ грузоподъемностью 4,4 тонны перевез 1674 тонны зерна. Во второй группе техники Есеневич Артем Геннадьевич, водитель сельхозпредприятия Межево Агро Аршанского района. На автомобиле МАЗ 555-142 грузоподъемностью 8,4 тонны перевез 3330 тонн зерна. В третьей группе техники Пузырев Сергей Михайлович, водитель сельхозпредприятия Приднепровский Дубровинского района. На автомобиле МАЗ 555-142 грузоподъемностью 9,2 тонны перевез 3625 тонн зерна. В четвертой группе техники Порохонько Александр Петрович, водитель сельхозпредприятия Рыдомольский Толочинского района. На автомобилях МАЗ 551-605 и МАЗ 856-100 грузоподъемностью 35,5 тонны перевез 5718 тонн зерна. В номинации «Среди молодых водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайна в возрасте до 31 года» награждаются в первой группе транспортных средств Черногузов Александр Викторович, водитель унитарного предприятия Рудакова. На автомобиле ГАЗ-САЗ грузоподъемностью 4,15 тонны перевез 1163 тонны зерна. Во второй группе транспортных средств Бобыш Александр Николаевич, водитель предприятия Радуньская Аршанского района. На автомобиле МАЗ 555-142 грузоподъемностью 9 тонн перевез 1698 тонн зерна. В третьей группе транспортных средств Бугаев Андрей Владимирович, водитель предприятия Якубова Агро Дубровинского района. На автомобиле МАЗ 555-142 грузоподъемностью 10 тонн перевез 3280 тонн зерна. В четвертой группе транспортных средств Иванов Дмитрий Владимирович, водитель Витебской бройлерной птицефабрики. На автомобиле МАЗ 551-605 грузоподъемностью 20 тонн перевез 5744 тонны зерна. Водителям, ставшим победителями в группах транспортных средств, вручены благодарственные письма и денежные премии в сумме 1600 рублей каждому. Ну а сейчас традиционно общая фотография под ваши аплодисменты, дорогие друзья. И действительно, наши победители этого заслуживают. Поздравляем вас и приглашаем занять ваши места в зрительном зале. Благодарность председателя Витебского областного исполнительного комитета объявляется будущим хозяевам земли, учащимся, отлично зарекомендовавшим себя во время прохождения производственной практики. Сулимову Максиму Дмитриевичу, учащемуся 3-го курса Аршанского государственного аграрного колледжа. Во время посевной и уборочной кампании работал на полях подсобного хозяйства, выполнял работы по ремонту техники и оборудования на механизированном дворе.
по трамбовке сеножатных трав. Осуществлял подвоз кормов на тракторе «Беларусь-82». Серегину Андрею Алексеевичу, учащемуся 4-го курса Городокского государственного аграрно-технического колледжа. За время прохождения производственной практики с мая по октябрь на сельскохозяйственном производстве Адаменки в Лёзинском районе зарекомендовал себя с положительной стороны. Жуковскому Руслану Васильевичу, учащемуся 3-го курса Полоцкого государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства. Во время летних полевых работ в 2022 году работал помощником комбайнера. В ходе практики выполнял работы по ремонту сельскохозяйственной техники, участвовал во вспашке пахотных земель и посеве зерновых культур. И памятная фотография. Поздравляем молодых победителей и желаем дальнейших успехов. Занимайте ваши места в зале. Александр Михайлович, просим несколько слов. Дорогие друзья, еще раз от себя лично хочу сказать спасибо всем труженикам. Спасибо тех, кто находится в зале. Спасибо тех, кого в зале нету, потому что несмотря на праздник, несмотря на выходной день для большого количества страны, кто-то сейчас находится в поле, кто-то еще пашет, кто-то находится на ферме. Поэтому всем этим людям низкий поклон и огромное спасибо. Ну и с праздником! Спасибо, Александр Михайлович. Оставайтесь, пожалуйста, на сцене. Для оглашения приветственного адреса председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Ивановны Качановой на сцену приглашается член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Семенович Матвеев. Добрый день, уважаемые участники заседания. Участникам Витебского областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки-2022. Уважаемый Александр Михайлович, уважаемые труженики агропромышленного комплекса Витебской области, от имени Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите искренние поздравления с успешным завершением уборочной кампании и областным праздником тружеников села Дожинки-2022. Витебщина всегда славилась своими удивительными природными красотами, но была сложным для аграриев регионом. Из года в год своим добросовестным и усердным трудом сельчане добиваются достойных результатов в сельскохозяйственном производстве и по многим другим направлениям. Благодаря слаженной работе комбайнеров и водителей, агрономов, селекционеров, ученых и руководителей хозяйств, в нынешнюю уборочную регион собрал хороший урожай, внес значимый вклад в республиканский каравай. Ваше трудолюбие, умение работать по-хозяйски, высочайшее чувство ответственности и исключительная верность избранному делу заслуживают уважения и глубочайшей признательности. Вы мужественно сражались буквально за каждый колос, каждое зернышко, чтобы накормить людей, обеспечить продовольственную безопасность и стабильность Республики Беларусь. Уверена, что и впредь вы будете с честью продолжать и приумножать славные традиции тружеников села, способствовать всестороннему раскрытию потенциала Придвинского края, укреплению социально-экономического благополучия нашей страны. От всей души желаю вам неиссякаемых сил, оптимизма, успехов и иных достижений на трудовой ниве во имя дальнейшего развития и процветания нашей любимой Беларуси. Крепкого здоровья, счастья, мира и всего самого доброго вам, вашим родным и близким. Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Ивановна Качанова, 12 ноября 2022 года. Спасибо, Александр Михайлович. Пожалуйста, проходите в зал. Продолжаем церемонию награждения. Благодарность председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь объявляется Рогу Михаилу Леонидовичу, генеральному директору открытого акционерного общества «Витебск Хлебпром». Стаж работы в отрасли 40 лет.
высокопрофессиональный специалист, требовательный руководитель. Под руководством Михаила Леонидовича предприятие имеет устойчивое финансовое положение. За 2021 год чистая прибыль составила 659 тысяч рублей. Уровень рентабельности продаж 7,5%. На экспорт поставлено продукции на сумму более $2 миллионов США. Тимощенко Дмитрию Владимировичу, директору Дубровинского райагросервиса. В 2022 году выручка от реализации услуг составила 5 миллионов 924 тысячи рублей. Товарооборот 2 миллиона 489 тысяч рублей. Прибыль 153 тысячи рублей. Рентабельность реализованного товара и услуг 3,1%. Владимир Семенович, пожалуйста, общее фото. От всей души мы поздравляем победителей и просим занять ваши почетные места в зрительном зале.
На сцену приглашается председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике Николай Николаевич Шевчук. Уважаемые труженики сельского хозяйства, уважаемые земляки, по поручению председателя Палаты представителей Владимира Павловича Андрейченки мне поручено поздравить вас с праздником, поблагодарить вас за ваш нелегкий, но такой нужный нашей стране труд, пожелать вам, вашим семьям, родным и близким мира, добра и благополучия и вручить грамоты лучшим труженикам сельского хозяйства Витебщины, Национального собрания Республики Беларусь и благодарность председателя Палаты представителей. Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь награждаются Беганский Дмитрий Викторович, главный агроном филиала селекционно-гибридный центр «Заднепровский» Аршанского комбината хлебопродуктов. Воловой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 25 069 тонн. Урожайность 40,6 центнера с гектара. Намолочено 2106 тонн масла семян рапса при урожайности 23,5 центнера с гектара. Судник Виктор Александрович, тракторист-машинист Докшицкого райагросервиса. На тракторе МТЗ-3522 вспахал 890 гектаров почвы и засеял 346 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Убрано рапса, зерновых и зернобобовых культур на комбайне КЗС-1218 с площади 821 гектар. Чувилин Вячеслав Михайлович, директор филиала Боброва Агро, общество Витебск Агропродукт, Лепельский район. Воловой сбор зерна составил 10 029 тонн, что на 67,9% больше уровня прошлого года. Урожайность зерна составила 49,6 центнера с гектара. Яночкин Александр Викторович, тракторист-машинист общества Курополье Агро Поставского района. Перевез 270 тонн зерна, запрессовал сенажа в 6382 рулона или 4021 тонну сенажа. Благодарность председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь объявляется Андреевой Валентине Константиновне, агроному агрокомплекса имени Шмырева Витебской бройлерной птицефабрики. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 44,1 центнера с гектара. Прирост урожайности по предприятию 12%. Воловой сбор масла семян рапса 7,6 тысячи тонн. Благодарность объявляется модулю Владимиру Вацлавовичу и модулю Андрею Владимировичу, семейной династии, водителям общества Торгуны Докшицкого района. На автомобиле МАЗ грузоподъемностью 10 тонн перевезено более 6 тысяч тонн зерна. Солдатенко Николаю Антоновичу, директору предприятия имени Черняховского Дубровинского района. Грамотный и ответственный руководитель, профессионально подходит к решению производственных задач, считает соблюдение технологических процессов залогом не только качества, но и стабильности. Тавкинь Валентине Викторовне, главному агроному сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк Брасловский». Намолочено 1515 тонн зерна, 1137 тонн рапса. Урожайность зерновых составила 34,2 центнера с гектара. Николай Николаевич, пожалуйста, общее фото. Мы поздравляем победителей и приглашаем занять ваши места в зрительном зале. На сцену приглашается
Уполномоченный представитель главы государства в Витебской области, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Александрович Пархомчик. Уважаемые труженики села, глубоко уважаемые ветераны, уважаемые участники праздничных мероприятий Дожинки 2022, от правительства Республики Беларусь хотел бы поздравить всех вас с завершением уборочной страды 2022 год. Витебская область завершила уборочную 2022 года с хорошими показателями. Намолот зерновых и зернобобовых культур за год составил 1 миллион 117 миллионов тонн. Коллеги, это очень хороший результат, но в нашей истории были результаты и побольше. Если вспомнить 2014 год, Витебская область намолотила 1400. Поэтому это задача и цели на ближайший 2023 год. Нас радует, что урожайность по картофелю Витебская область опередила все регионы Республики Беларусь. Хороший успех по урожайности сахарной свеклы. Обогнали Минскую область, но немножко не дотянули до Гродненской области. Поэтому тоже есть возможность и желание в следующем году подняться на более высокие вершины. В завершение хотел бы пожелать всем мира, добра, любви, счастья, бодрого и хорошего настроения. Ну и пригласить на сцену буквально на 1 минутку Александра Михайловича. Но не мог уполномоченный ответственный президента по Витебской области приехать без подарка. Пусть он будет небольшой, но внесет определенную лепту в уборке урожая 2023 года. Подарочный сертификат на комбайн 12-18. Я думаю, что Александр Михайлович определит экипаж, который в следующем году добьется наивысших результатов. А я постараюсь проконтролировать работу данного экипажа. Почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь награждается Босенков Анатолий Дмитриевич, директор Дубровинского льнозавода. В текущем году товарной продукции произведено на сумму 6 миллионов 686 тысяч рублей, что составило 156% к уровню прошлого года. Объем выручки от реализации продукции увеличился до 8 миллионов 330 тысяч рублей. Рентабельность продаж на 8,6%. Благодарность премьер-министра Республики Беларусь объявляется Гомонову Сергею Владимировичу, комбайнеру общества «Агро-Боровинка» Шумилинского района. На уборке зерновых первым в районе намолотил 1-ю и 2-ю тысячу зерна. Общий намолот составил 2323 тонны зерна, 48,4 тонны рапса. Косову Василию Павловичу, трактористу-машинисту общества Шайтерова Верхнедвинского района. На тракторе МТЗ-82 посеял 286 гектаров кукурузы. На комбайне New Holland намолотил почти 3000 тонн зерновых и зернобобовых культур, 300 тонн рапса.
Костюк Елене Иосифовне, главному агроному общества Новоселки Лучей Поставского района. За январь-август обществом произведено 15 520 тонн зерновых и зернобобовых культур, что составило 157% к уровню прошлого года. Петр Александрович, пожалуйста, общее фото. И, конечно, аплодисменты зала в честь наших победителей. Мы поздравляем всех и просим занять ваши места в зрительном зале. Песен на свете не счесть, жить нам без песен нельзя. В каждой из них смысл есть, радость в них есть и слеза. Гармонь, балалайка, гитарная струна. Пойте со мною деревни, пойте большие города. Гармонь, балалайка, гитарная струна. Пойте со мною деревни, пойте большие города. Песни на свадьбах поют, песни идут сквозь года. Грустно душе, если вдруг песня поможет всегда. Гармонь, балалайка, гитарная струна. Пойте со мною деревни, пойте большие города. Гармонь, балалайка, гитарная струна. Пойте со мною деревни, пойте большие города. Песни с нами всегда, пусть гранит и реве, смеется и плачет душа, с песней живет человек. Гармонь, балалайка, гитарная струна. Пойте со мною деревни, пойте большие города. Гармонь, балалайка, гитарная струна. Пойте со мною деревни, пойте большие города. Гармонь, балалайка, гитарная струна. Пойте со мною деревни, пойте большие города. Гармонь, балалайка, гитарная струна. Пойте со мною деревни, пойте большие города. Гармонь, балалайка, гитарная струна. Пойте со мною деревни, пойте большие города. На сцену приглашается министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Вячеславович Брыло. Уважаемый Игорь Петрович, Александр Михайлович, Петр Александрович, уважаемые гости, приглашенные, ветераны, труженики агропромышленного комплекса Витебщины. Конечно, искренне хочу поздравить вас от себя лично и от всего нашего коллектива Министерства сельского хозяйства с таким знаменательным днем, который сегодня проходит на Витебщине.
Сегодня он знаменателен еще и потому, что мы, как в спортивной эстафете, сегодня финишируем. Забой 3 сентября дожинкам дал Брестский регион в Ивацевичах, в Телеханах. Ну а сегодня уже Витебщина и Гомельщина финишируют. И эта эстафетная палочка уже находится здесь. И сегодня уже, уважаемые друзья, глядя на те объемы небольшие работ, которые нам придется с вами в ближайшие дни завершить на наших полях, можно с уверенностью все-таки уже подтвердить, что нам удалось получить рекордный урожай, и составляющая Витебщины достаточно существенна в этом урожае. Но не только этот год стал для нас благополучным по зерновым, зернобобовым, по рапсу. У нас увеличены объемы производства практически по всем полевым нашим культурам. И сахарная свекла, и картофель, и лен, и овощи. Конечно, это залог производства продукции и залог производства животноводческой продукции прежде всего. Этот год для животноводов сложился не очень хорошо. Но надо отрадно и отметить, что последних практически 7 лет мы вытягивали отрасль за счет животноводства. Но в этом году хорошо выстрелили растениеводы. Молодцы. Животноводы прибавили в производстве молока почти на 40 тысяч тонн, по производству мяса птицы почти на 5 тысяч тонн. Это тоже существенный шаг вперед. Для обеспечения такого обширного понятия, как продовольственная безопасность страны, которая в принципе целиком подталкивает и на безопасность социальную и политическую. А если разложить продовольственную безопасность и посмотреть на цифры, то все в принципе становится понятно и ясно. 263% уровень самообеспеченности в стране молоком, 134% уровень самообеспеченности мясом, 128% яйцом, свыше 100% картофель и овощи. О чем это говорит? Оно говорит о том, что мы стали экспортоориентированной страной. И нельзя сказать излишек, некрасивое слово. Наверное, ту продукцию, которую мы не смогли потребить в нашей стране, мы ее экспортируем с честью. И наша страна славна брендом белорусским. За 9 месяцев нам удалось экспортировать продукцию на $6 миллиардов, 126% рост к уровню прошлого года. И Витебск занимает здесь существенную долю, почти 400 миллионов, практически с таким же темпом роста. И страна выйдет на рекордный уровень экспорта в этом году. Мы однозначно перешагнем $8 миллиардов по итогам этого года и в очередной раз громко скажем про себя на международном рынке. А это, как ни крути, более 100 стран мира. Но, друзья, стоят достаточно амбициозные задачи у нас. И вчерашнее совещание с участием президента, вопросы мелиорации, вопросы наведения порядка, вопросы вовлечения в оборот всех заброшенных наших уголков и кусочков земли. Вот это наша основная приоритетная задача на ближайшее время. И я думаю, что мы должны с ней справиться, потому что президент страны дает нам какой-то серьезный карт-бланш и аванс. Для этого, участвуя в чествовании тружеников села в следующую пятницу, 18 ноября, и большинство сидящих из этого зала как раз будут находиться во Дворце Независимости. Поэтому глава государства тем самым и отмечает труд агрария, но в то же время и дает нам посыл на то, что нам предстоит сделать еще гораздо больше. Поэтому искренне, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, хочу вас всех прежде всего поблагодарить за тот неимоверный труд, который вы совершили на протяжении всего этого года, пожелать вам крепкого здоровья, вам и вашим близким, удачи, благополучия и, конечно, мирного неба над нашей прекрасной страной. Спасибо. За достижение высоких производственных показателей трактор «Беларус» 1221-3 вручается открытому акционерному обществу «Новоселки» Лучай Поставского района. Для получения подарочного сертификата на сцену приглашается директор предприятия Шимчик Юрий Франтишкович.
За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства, достижение высоких производственных показателей, нагрудным знаком отличия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за заслуги у сельской господарцы награждаются Батян Александр Александрович, водитель автомобиля общества Якубова Агро Дубровинского района. На автомобиле МАЗ грузоподъемностью 20 тонн перевез 5138 тонн зерна. Оленич Николай Назарович, директор Витебской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь награждаются Анюховский Анатолий Васильевич, директор Толочинского консервного завода. Валовой сбор зерновых культур в 2022 году составил 21 318 тонн при урожайности 63,6 центнера с гектара. Букачева Алла Алексеевна, начальник отдела Витебской областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства. Ежегодно под руководством Аллы Алексеевны проверяется порядка 50 тысяч почвенных образцов по 9 показателям и 1500 образцов по 15 показателям. Семенов Сергей Васильевич, директор Тираспольского агротехсервиса. За январь-июнь 2022 года предприятием произведено промышленной продукции на сумму 3 186 000 рублей. Темп роста составил 110,9%. Игорь Вячеславович, пожалуйста, общее фото. Мы продолжаем аплодисментами поздравлять наших победителей от всей души. Мы поздравляем вас с наградами. Занимайте ваши почетные места в зрительном зале. Дорогие друзья, сегодня праздничные мероприятия «Дожинки» также проходят и в Гомельской области. В адрес хлеборобов Витебщины поступил приветственный адрес с теплыми словами и благодарностью за ваш труд. Руководство Витебской области также направило поздравления труженикам села Полесского региона. Давайте же подкрепим поздравления громкими аплодисментами. Мы продолжаем церемонию награждения. На сцену приглашается первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Николаевич Драгун. Работники сельского хозяйства, присутствующие. Вы знаете, вот поймал себя сейчас на мысли, что вот у работников сельского хозяйства сбор урожая проходит каждый год. У работников лесного хозяйства раз в 80 лет. Но и у вас, и у нас очень много зависит от погоды. Хотелось бы пожелать, чтобы все ваши усилия, которые вы прикладываете для выращивания урожая, не пропадали ввиду каких-то климатических, катастрофических, как иногда это бывает, происшествий, ураганных ветров, заморозков. Я знаю, что очень много зависит именно от этого фактора. Поэтому ко всем уже здесь сказанным словам хотел бы вам пожелать, вот самое главное, благополучной погоды, и чтобы ваш труд не пропадал по причинам, которые не зависят от вас. В свою очередь, от работников лесного хозяйства хочу вас поблагодарить за тот труд, который вы вкладываете в нашу землю
и ваши работники, и наши работники, они все работают круглый год под открытым небом. Это и посевная, это и уход за теми посевами, которые мы сегодня с вами создаем. Вам сложнее, поскольку от многих факторов зависят итоги вашего труда. Спасибо, что сегодня, приходя в любой магазин, неважно, это в сельской местности или в Минске, глаза разбегаются от выбора хлеба. Сегодня каждый может найти итог вашего труда в любом магазине и выбрать, что ему по душе. Поэтому спасибо за ваш труд. И мы, в свою очередь, всегда подставим вам плечо. И, как всегда, даже на уборочную кампанию работники лесного хозяйства оставляют свои лесхозы и помогают в уборке урожая. Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать друг другу. Спасибо вам огромное. В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь о республиканском смотре-конкурсе землепользования высокой культуры земледелия, благоустройства машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов подведены итоги смотра конкурса за 2022 год. Победителем в номинации «Среди районов» признан Глубокский район. На сцену приглашается председатель Глубокского районного исполнительного комитета Шубский Александр Николаевич. Победителями в номинации среди сельскохозяйственных организаций признаны Открытое акционерное общество «Кушлики» Полоцкого района, заместитель директора Завадская Алина Константиновна. Открытое акционерное общество «Маяк Высокое» Оршанского района. Директор Макаревич Олег Аркадьевич. Филиал «Клевцы» предприятия «Витебск облдорстрой» Лиознинский район. Директор Котович Зоя Васильевна. Победителем в номинации среди крестьянско-фермерских хозяйств признано крестьянское фермерское хозяйство Словецкого Виктора Александровича, Лепельский район. Глава хозяйства Словецкий Виктор Александрович. Победителем в номинации среди сельских исполнительных комитетов признан Волынецкий сельский исполнительный комитет Верхнедвинского района. Председатель сельского исполнительного комитета Липовская Надежда Петровна. Победителем в номинации среди лесохозяйственных учреждений признан Поставский лесхоз, заместитель директора Иваньков Александр Николаевич. Александр Николаевич, пожалуйста, общее фото. И не смолкают наши аплодисменты, конечно же. Мы поздравляем победителей и приглашаем занять ваши места в зрительном зале. Серце
Дорогие друзья, мы продолжаем торжественную церемонию. Для вручения ценного подарка на сцену приглашается генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Михайлович Вовк. Добрый день, дорогие труженики села Витебщины, уважаемые ветераны, приглашенные. От тракторостроителей позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником. Труд на земле всегда был очень тяжелый, и надежная техника всегда являлась достойным помощником. Ну, а самое важное, чтобы работать на технике, нужно готовить настоящих профессионалов. Мы традиционно дарим ценный подарок для того, чтобы профессионалов становилось больше и в промышленности, и на селе. Ну и еще раз хочу пожелать всем, вам, в вашем лице, всем витеблянам и жителям области крепкого здоровья, благополучия и упорного труда. Только вместе мы будем славить нашу родную страну. Спасибо. Подарочный сертификат на трактор «Беларус» МТК-431 вручается Витебскому государственному профессиональному колледжу сельскохозяйственного производства. Директор Якубов Александр Владимирович. Спасибо, Виталий Михайлович. Для вручения ценных подарков на сцену приглашаются Дайнека Владимир Анатольевич, маркетинг-директор по работе на рынках Республики Беларусь и ближнего зарубежья, управляющий компанией холдинга «Бобруйск Агромаш». Яроцкий Андрей Владимирович, генеральный директор предприятия «Амкадор». Афанасьев Дмитрий Владимирович, первый заместитель директора по реализации и развитию, директор Центра продаж и сервиса предприятия «Гомсельмаш». Слово маркетинг-директору по работе на рынках Республики Беларусь и ближнего зарубежья, управляющей компанией холдинга «Бобруйск Агромаш» Владимиру Анатольевичу Дайнека. Добрый день, уважаемые хозяева и гости праздника. От имени холдинга «Бобруйск Агромаш» разрешите поздравить вас с этим почетным, без сомнения, заслуженным мероприятием. Уборка урожая всегда была, есть и будет сложным процессом, потому что кто, как не хлебороб, знает истинную цену и каждой тонны намолоченного зерна в закромах и каждой булки хлеба на столе. Урожай Витебской области собирался и благодаря слаженной работе, и благодаря труду кропотливому, ежедневному, тяжелому тысяч аграриев, и благодаря современной и новой технике. Отрадно понимать, что в этом урожае есть частичка и нашей заслуги. Уважаемые друзья, в этот торжественный день хотелось бы пожелать всем вам, прежде всего, крепкого здоровья и железных нервов, благополучия и достатка, еще больших урожаев и еще больших трудовых свершений на благо нашей с вами страны. С праздником вас! Ценный подарок, сертификат на сумму 2000 рублей на приобретение бытовой техники вручается Иванову Алексею Михайловичу, трактористу, машинисту Ореховского льнозавода, Аршанский район. Слово генеральному директору предприятия «Амкадор» Андрею Владимировичу Яроцкому. Добрый день, уважаемые труженики агропромышленного комплекса Витебской области. От лица многотысячного коллектива холдинга «Амкадор» и от себя лично я искренне поздравляю вас с высокими результатами, достигнутыми в 2022 году. Уверен, что это только начало, и для Витебской родной земли это далеко не предел. И темпы роста
объемов сельскохозяйственной продукции, объемов производства сельскохозяйственной продукции будут только нарастать и не менее чем двухзначными цифрами. Только сплав промышленности и аграриев могут не только укрепить промышленную и продовольственную безопасность нашей страны, но и экспортный потенциал и благополучие каждого гражданина нашей родной страны. Счастья, успехов, благополучия вам, вашим близким, родным, ну и, конечно, мирного неба над нашей родной Беларусью. С праздником! Диплом и ценный подарок, сертификат на приобретение бытовой техники на сумму 700 рублей, а также электрошинковку бытовую вручаем Якубовскому Василию Михайловичу, трактористу-машинисту филиала Смольяны Аршанского комбината хлебопродуктов. Слово первому заместителю директора по реализации и развитию, директора Центра продаж и сервиса предприятия «Гомсельмаш» Дмитрию Владимировичу Афанасьеву. Добрый день, уважаемые аграрии Витебщины. Хочется искренне вас поблагодарить за ваш тяжелый труд. Пожелать вам не останавливаться на достигнутом. Ну и по-сельмашевски сказать, что не забывать вчерашний рекорд, сегодняшняя норма. С праздником вас! Ценные подарки. 2 электросамоката вручаются молодежному семейному экипажу Шаститко Николаю Павловичу и Анастасии Владимировне, компаньорам общества «Проземля Агро» Чашниковского района. Уважаемые друзья, пожалуйста, совместное фото. Дорогие друзья, спасибо вам за ваш труд. Просим вас занять места в зрительном зале. Дорогие друзья, мы поздравляем всех, чей труд не остался незамеченным. Всех, кому сегодня были вручены заслуженные награды. Всех, кто присутствует в этом праздничном зале. Мы присоединяемся ко всем словам поздравлений, которые уже прозвучали в ваш адрес. Но поверьте, их сегодня прозвучит гораздо больше. Ведь впереди еще много гостей, которые очень хотят сказать каждому из вас искренние слова благодарности. Труд хлебороба невозможно переоценить. Именно сельское хозяйство всегда было надежной опорой государства и в годы процветания, и в самые тяжелые моменты истории. Постоянно развиваясь, оно заставляло идти вперед всю страну, ведя ее за собой, неустанно двигаясь в ногу со временем, а иногда даже обгоняя его.
Вопреки заблуждениям, работа сельскохозяйственной отрасли не прекращается с окончанием уборочной страды. Наоборот, работа здесь кипит круглый год. Даже зимой, когда бескрайние поля нашей Родины укрыты белоснежным покровом, животноводы все так же ухаживают за скотом, работники перерабатывающей промышленности продолжают свое производство, а хлеборобы уже вовсю готовятся к новой посевной. Весна сменяет зиму, вслед за летом приходит осень, и пусть в этой бесконечной карусели времен года неизменным остается преданность любимому делу, родной земле, а героические трудовые будни сменяются по-настоящему душевными праздниками. Вас приветствуют творческие коллективы Витебской области. На сцене заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной песни и музыки «Крыница», Народный театр фольклора «Тярешка», фольк-группа «Вытоки», народный фольклорный коллектив «Медуница» и заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, хореографический ансамбль «Зорька». Встречайте аплодисментами! Сардечно запрашаем на свято всіх сябров і щиро вам жадаем, как кожний будь здоров. Звільнять на все воколе гармоніка баси, про нашу хлебосольность говорить голоси. Шкварка по чарку, буйного гурка, ох і стане жарко серцю співака. Шкварка по чарку, буйного гурка, ох і стане жарко серцю співака. Пахучие пшеницы пячется каравай, из пивни без скрыницы и льется через край. Звенят на все воколе гармоника басы, про нашу хлебосольность говорить голосы. Шкварка по чарку, буйного гурка, ох и стане жарко сердцу спевака. Шкварка по чарку, буйного гурка, ох и стане жарко сердцу спевака. Сказала понятелок моя мила, пойдем разом на поселок Чернобрива. Я пришел, тебе нема, подманула, подвела, подманула, подвела Чернобрива. Ты пришел, меня нема, подманула, подвела, подманула, подвела Чернобрива. Ты казала у середу моя мила, пойдем разом на беседу Чернобрива. Я пришел, тебе нема, подманула, подвела, подманула, подвела Чернобрива. Ты пришел, меня нема, подманула, подвела, подманула, подвела Чернобрива. Эй, забава, забава, аж до рання, эй, забава, забава целую ночь. Мы гуляли, гуляли аж до рання, мы гуляли, гуляли целую ночь. Ты казала у пятницу моя мила, пойдем разом у святицу Чернобрива. Я пришел, тебе нема, подманула, подвела, подманула, подвела Чернобрива. Ты пришел, меня нема, подманула, подвела, подманула, подвела Чернобрива. Ты казала у неделю моя мила, пойдем разом на веселье Чернобрива. Я пришел, тебе нема, подманула, подвела, подманула, подвела Чернобрива. Ты пришел, меня нема, подманула, подвела, подманула, подвела Чернобрива. Эй, забава, забава, аж до рання, эй, забава, забава целую ночь. Мы гуляли, гуляли аж до рання, мы гуляли, гуляли целую ночь.
сяють зорки, а солов'ї чаровно запяють. Найдорожейшее няма сторонки, тут родные мои усе живут. Моей родимой дивные просторы, лесу густых чаровные места, як васильки, блакитные озеры, краса людей, души их доброта. Ты, Беларусь моя, веку и до ныне, живе моя родня, в этой вот стране. Родня моя, родня, велика и красива, свята любовь моя, красую сильно дива. Ты, Беларусь моя, веку и до ныне, живе моя родня, в этой вот стране. Родня моя, родня, велика и красива, свята любовь моя, красую сильно дива. Крылаю сердце полымем калина, крылом махают в небе журавы. Люблю тебя всем сердцем, я родима, землю с наидорожейшими людьми. Ты, Беларусь моя, от веку и до ныне, живе моя родня, в этой вот краине. Родня моя, родня, велика и красива, свята любовь моя, красую всем на диво. Ты, Беларусь моя, от веку и до ныне, живе моя родня, в этой вот краине. Родня моя, родня, велика и красива, свята любовь моя, красую всем на диво. Вас приветствует заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, театр танца «Премьер Спонайт», Центра культуры «Полоцк». Ой, колядочки, блины, ладошки, ой, люли-люли, блины, ладошки, ой, люли-люли, блины, ладошки, ой, колядочки, вы худшей-худшей, ой, люли-люли, вы худшей-худшей, ой, люли-люли, вы худшей-худшей. Коляда, 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 коляда. Хлопець Пашеньку пахає, ой-ой-ой, яго сошенька криває, ой, боже ж мой, у небі зорка зіхотела, ой-ой-ой, дівка замуж захотела, ой, боже ж мой, дав їй хлопець 3 копейки, ой-ой-ой, пойди купи хлеба соли, ой, боже ж мой, хлеба соли не купила, ой-ой-ой, на базаре заблудила, ой, боже ж мой, хлопець Пашеньку пахає, хлопець Пашеньку пахає, яго сошенька криває, яго сошенька криває, ой, 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 боже ж мой. Яська!
Время неустанно идет вперед. Меняются эпохи, жизненные приоритеты, и только хлеб остается важнейшей ценностью человечества, символом урожая, благополучия, достатка и домашнего очага. И если у человека есть хлеб, то есть и уверенность в завтрашнем дне. Надежду каждому жителю нашей страны дарите вы. Именно благодаря вашему добросовестному труду каждая белорусская семья начинает свой день с ароматного и вкусного хлеба. Дорогие друзья, вас приветствует народный мужской хор Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. Матчина ласка, лаской богата, солью и хлебом. Дяковать Богу, дяковать солнцу, дяковать небу. Ой, уродила, жито на диво, лен и пшеница. Вам, мои люди, хочется низко мне поклониться. Жнивная песня, смакаровая, зорная доля. Машина ласка, батькова булка з родного поля. Скиды соломы, раницы бомы, клёкот буслины. Машина ласка, батькова булка, вода райчины. Слався Ійчина, слався країна, згода і миром. Праці рубливой, долі щасливой, радостью широй. Хлеб мой пшеничный, житний овсяний, сердце причастие. Ты наша сила, ты наша свята, ты наше счастье. Жнивная песня, смакаровая, зорная доля. Машина ласка, батькова булка з родного поля. Скиды соломы, раницы бомы, клёкот буслины. Машина ласка, батькова булка, вода райчины. Жнивная песня, смакаровая, зорная доля. Машина ласка, батькова булка з родного поля. Скиды соломы, раницы бомы, клёкот буслины. Машина ласка, батькова булка, вода райчины. Вас приветствует заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, ансамбль классического танца «Пируэт» и лауреат международного конкурса исполнителей эстрадной песни Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске Евгений Курчич. Там, где зорки яскравыя светяцца і маўкліва глядзяць на зямлю. Ты пачуй, Ефросинья светница, спавядальную песню мою. Не згасае бялеючым последам твой паломніцкі шлях на зямлі. Помолися за нас,
Господом, и за мир на земле попроси. Почуй мяне, осветница, простогие веки, и хай земля осветится теплом твоей руки. Ты солнечными бровнями свою землю ласкаво озари. Свои местины родные, свои монастыри. Заповед твой молебными словами зно моя повторяет душа. Ты у небесы пошла за анелами, покидая нам силу крыжа. Не згасая белеючим последом твой паломницкий шлях на земле. Помолись за нас перед Господом и за Беларусь попроси. Помолись за нас, осветница, и за Беларусь попроси. Ты почуй, Ефросиня, осветница, простогие веки. Помолись за нас перед Господом и за мир на земле. Попроси. Евгений Курчич и ансамбль классического танца «Пируэт». Сегодня с этой сцены звучало немало пожеланий, и нам хочется, чтобы все они обязательно воплотились в жизнь. А каждая песня, каждый музыкальный номер подарил вам только положительные, добрые, прекрасные эмоции. Вас приветствуют самые юные участники нашего концерта. Студия эстрадной песни «Домисоль», молодежный театр эстрады «Школа звезд», народный театр игры и народная студия сценического мастерства «Арт-проект». Площадку вышли вместе погулять, чтобы о тех, кто всех нас кормит, вам сегодня рассказать. Снова праздник на дворе, весь в осенних красках. Отмечаем в ноябре День сельского хозяйства. Это праздник тех, кто нам дарит просто сказку. Яйца, хлеб, сыры и сок, и вкусную колбаску. Мама с папой покупают
Янку сладкие сырочки. Я у бабушки в деревне видела пшеницу. Много будущих хлебов в поле колосится. Чтобы накормить страну, и больших, и маленьких, и в жару, и в снег, и в дождь трудятся аграрии. Честь и слава вам сегодня всем, кто поле распахал и озимые посеял, и их вовремя убрал. Всем, кто со скотом работал, сытно, хорошо кормил и ухаживал добротно, всех коров передоил. Люди сельского труда в солнце и в ненастье наполняют каждый день ароматом счастья. Вы на поле круглый год, от темна и до светла. Очень добрый человек, труженик села. Пусть работа для страны будет интересна. Вам вручаем грамоты, дарим наши песни. Поздравляем, поздравляем, призываем не болеть и хозяйничать в колхозе, еще больше богатеть. Мы желаем от души радости, достатка, чтобы бед не знали вы, было все в порядке. Сил, удачи, вдохновения, позитива и добра, чтобы с радостью работа у всех вас в деревне шла. Человеки, мы вас любим и сердечно обнимаем, и с дожинками сегодня нашей песни поздравляем. Дети нарисовали море, цветы и горы. Дети нарисовали очень веселый город. Нет никаких печалей, солнце всегда там светит. Дети нарисовали, нарисовали дети. Море синее, платье в горошек, солнце апельсиновое, человек хороший. Небо ясное, на глаза похоже. Люди разные, а человек хороший. Дети нарисовали, я узнаю их почерк, чтобы люди летали, крылья какие хочешь. Нет ни войны на свете, нет ни беды, ни горя, а давай мы поедем в этот веселый город. Море синее, платье в горошек, солнце апельсиновое, человек хороший. Небо ясное, на глаза похоже, люди разные, а человек хороший. Дети нарисовали море, цветы и горы. Дети нарисовали очень веселый город. Нет никаких печалей, солнце всегда там светит. Дети нарисовали, и потому на свете море синее, платье в горошек, солнце апельсиновое, человек хороший. Небо ясное, на глаза похоже, люди разные, а человек хороший. Небо ясное, на глаза похоже, люди разные, а человек хороший. Вас поздравляют Ольга Дзержинская, Андрей Воробьев и заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль народного танца на Ростанях Витебского государственного колледжа культуры и искусств.
ромашки спрятались, поникли лютики, когда застыла я от горьких слов. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Хей! Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Хей! Ромашки спрятались, завяли лютики, вода холодная в реке бит. Зачем вы, девочки, красивых любите? Одни страдания от той любви. Зачем вы, девочки, красивых любите? Одни страдания от той любви. Хей! На сцене солисты Центра культуры Витебск Олеся Осовская, Сергей Дмитроченко и шоу-балет «Сенсация». Вновь за горами я обнимаю небо руками, счастье встречаю и забываю все вокруг с тобой. Ты так внезапно в сердце ворвался и навсегда в нем просто остался. Точно не знаю, но понимаю, что теперь ты мой. А ты меня люби, 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 и больше ни о чем не говори. Ты стань моей мечтой всего одной, такой сокровенной. А ты меня с ума сведи, и ото всех на свете укради. Зажги любовь и стань мне вселенной.
Сердце запело и приключилось все, что хотела. Сны и желания стали сбываться. Ты со мной сейчас. Я нарисую в небе два сердца и попрошу их звездой загореться. Ты мое чудо и ты мое счастье, я скажу не раз. А ты меня люби, 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 и больше ни о чем не говори. Ты стань моей мечтой всего одной, такой сокровенной. А ты меня с ума сведи, и ото всех на свете укради. Зажги любовь и стань мне вселенной. Ты меня люби, 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 и больше ни о чем не говори. Ты стань моей мечтой всего одной, такой сокровенной. А ты меня с ума сведи, и ото всех на свете укради. Зажги любовь и стань мне вселенной. А ты меня люби, люби, люби. С праздником! Спасибо за ваш ратный труд, за ваши каждодневные трудовые будни, за ваш хлеб. Счастья вам, мирного неба над головой. Большое спасибо. Спасибо. На сцене наши гости из Минска, группа «Статус» и народная студия современного танца Ирины Буховецкой, Витебского государственного колледжа культуры и искусств. Добрый вечер, Витебск! Наша песня звучит специально для вас. Бесполезна нереальность, если мне нет тебя. Бесполезны сны, если в них не могу обнять тебя. Лицом к лицу наедине, и голосом меня свяжи. Я так хочу, чтоб на земле не стало безответной любви. Миллионы нас, миллионы глаз влюблены сейчас. Фразы о любви предназначены быть взаимными. Твои мысли, твою веру я предаю. Все желания и все мои сны ведут к тебе одному. Мои глаза возьми в свой плен и голосом меня свяжи. Я так хочу, чтоб на земле не стало безответной любви. Миллионы нас, миллионы глаз влюблены сейчас. Фразы о любви предназначены быть взаимными. Миллионы
фраза любви предназначены быть взаимными. Миллионы нас, миллионы глаз влюблены сейчас. Фразы о любви предназначены быть взаимными. Миллионы нас, миллионы нас. Спасибо, с праздником! Дорогие друзья, вас поздравляют шоу-балет «Сенсация» и директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске Глеб Лапицкий. Не теряйте дорог посредине пути. От любви и тревог никуда не уйти. Не стреляйте во мгле тех, кто мил. Даже в страшной войне есть надежда на мир. И не теряйте за туманами вдали, не теряйте берега родной земли, не теряйте. Даже если нелегко, не теряйте никого. Не теряйте за туманами вдали, не теряйте берега родной земли, не теряйте. Даже если нелегко, не теряйте никого. Не теряйте себя в лабиринтах любви. От того, что она на качелях судьбы. И не теряйте во мгле адреса тех, кто мил. Даже в страшной войне есть надежда на мир. И не теряйте за туманами вдали, не теряйте берега родной земли, не теряйте. Даже если нелегко, не теряйте никого. Не теряйте за туманами вдали, не теряйте берега родной земли, не теряйте. Даже если нелегко, не теряйте никого. И ваше соло! С праздником! Попробуем вместе. Не теряйте. И не теряйте за туманами вдали, не теряйте берега родной земли, не теряйте. Даже если нелегко, не теряйте никого. Не теряйте за туманами вдали, не теряйте берега родной земли, не теряйте. Даже если нелегко, не теряйте никого. Не теряйте никого. И не теряйте за туманами вдали, не теряйте берега родной земли, не теряйте. Даже если нелегко, не теряйте никого. Не теряйте за туманами вдали, не теряйте
Спасибо! Друзья, позвольте еще раз от всей души поздравить вас с праздником, пожелать вам, чтобы тепло, любовь и забота, которые вы вкладываете в свой труд, возвращались к вам во 100 крат, чтобы родная земля всегда была вашей поддержкой и вдохновением, чтобы каждый день приносил в ваш дом здоровье, счастье, радость, благополучие, а для нашей любимой Беларуси процветание и благоденствие. История наша йде наперед, хай буде щасливим шлях. Беларусь – это наша країна, мы гордо тримаем свой стяг. Я на теме своей присягаю, что буду с ёй до конца. Країна любимая и незалежная. Мы – это країни багаті, я – это я есть упокой. Ты – это надежда и вера, мы створаны нашей землей. Мы – это країни багаті, мы – это яе карані. Тут мы знайшли свое счастье, мы лёс белорусской земли. Нікому не дадено в свете адчуць тое, аб чым марым мы. Каб усё разумець, трэба просто народиться на гэтай зямлі. Я на теме своей присягаю, что буду с ёй до конца. Країна любимая и незалежная. Мы – это країни багаті, я – это я есть упокой. Ты – это надежда и вера, мы створаны нашей землей. Мы – это країни багаті, мы – это яе карані. Тут мы знайшли свое счастье, мы лёс белорусской земли. Упокой. Ты – это надежда и вера, мы створаны нашей землей. Мы – это країни багаті, мы – это яе карані. Тут мы знайшли свое счастье, мы лёс белорусской земли. Цветы участникам концерта от Витебского областного исполнительного комитета. Еще раз с праздником вас, друзья, уважаемые труженики села Стажинками 2022.